5 февраля 1997 года в городе Кульджа группа молодых уйгуров вышла на мирный митинг, чтобы выразить протест против беззакония властей. Однако китайские полицейские подавили протест, применив оружие. По официальным данным, были задержаны и заключены под стражу более 5000 человек, а число убитых превысило несколько сотен. Мероприятия в память о кульджинской трагедии пройдут сегодня в Стамбуле и других городах по всему миру. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдулджалил Каракаш сказал о февральских событиях следующее. Кульджинские события и все остальные трагедии являются позором коммунистической партии. И сегодня, в то время как мировое сообщество бездействует, Китай продолжает творить беззаконие, вынося смертные приговоры без суда и следствия, принуждая детей мусульман есть свинину, для раздачи которой только в городе Хотан было построено 24 мясных пункта, и много других преступлений, совершаемых властями Китая, целью которых является ассимиляция народа и уничтожение религии в Восточном Туркестане. Все это показатель жестокости и безнаказанности китайских властей. Пакистан является владельцем крупной популяции ослов численностью в 5 миллионов. По сообщениям пакистанских СМИ, Пекин договорился с Пакистаном о поставке ослов в Китай для производства желатина и медицинских препаратов. Департамент животноводства Пакистана строит фермы для разведения ослов в районе Хайбар-Пахтунхва. В ближайшие 3 года планируется сбыть 80 тысяч ослов. Пакистанское правительство заявило, что иностранные и китайские инвесторы смогут строить фермы на территории страны. Стало известно о задержании преступной группировки, замышлявшей незаконной миграцией граждан Китайской Народной Республики и Узбекистана на территории Республики Казахстан. По сообщениям сайта Закон.kz, 31 января в городе Чимкент была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны 73 граждан Китая и 137 граждан Узбекистана. Пресс-секретарь отдела по внешним связям Министерства иностранных дел Казахстана Садубаев заявил, что граждане Китая попали в Казахстан посредством транзитных рейсов и находились на территории республики нелегально. В настоящий момент принимаются меры для их депортации. Министр иностранных дел России посетил Киргизию с официальным визитом. На вопросы журналистов о строительстве российской военной базы на юге Киргизии Лавров ответил, что на сегодняшний день от киргизских коллег не было никаких требований. По словам Лаврова, вся инициатива в руках киргизских властей. В конце Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по обеспечению безопасности двух дружеских государств.